Перед праздничным концертом церемония награждения. Десятки наград и благодарственных писем из рук руководства ведомства и республики. Именно кадры – главное богатство регионального управления. Посыл, не раз прозвучавший со сцены. Сегодня 4500 человек несут службу в системе исполнения наказания. Все они выполняют сложную работу, требующую гуманности, где нельзя отступать от закона и отвечать агрессией на агрессию. Во многом благодаря таким сотрудникам многие оступившиеся смогли встать на правильный путь. Ваша работа требует особых профессиональных и человеческих качеств, выдержки, терпения, твердости, принципиальности, гуманного отношения к людям. Спасибо вам за высокий профессионализм и ответственное отношение к делу, за тяжелый ежедневный труд и весомый вклад в укрепление правопорядка на территории нашей республики. В республике 17 исправительных учреждений, 3 следственных изолятора, 9 исправительных колоний, 4 колонии поселения. Ежедневно с осужденными работают начальники отрядов. Причем не просто контролируют порядок, помогают решать самые разные проблемы. Менялись названия. Главное тюремное управление, управление исправительно-трудовых лагерей, колоний и тюрем, Главное управление исполнения наказаний. Сейчас Федеральная служба исполнения наказаний. Ведомство несколько раз переходило из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции. Однако все эти перемены никак не повлияли на важность и значимость его работы. И сейчас в структуре время реформ. В корне изменилось все, от законодательной базы до психологии общения сотрудников и осужденных. Это признают старожилы службы. В Совете ветеранов ведомства почти 2000 человек. На заслуженном отдыхе они без дела не сидят. Помогают преемникам, занимаются патриотической работой, передают богатый опыт. Андрею Каневу довелось служить в очень нелегкое время, в начале 90-х, когда страна вставала на иные рельсы. Вспоминая, для заключенных не хватало даже форменной одежды. Некоторые отбывали срок в своем, что категорически запрещено. То, что я наблюдаю сейчас, и то, что было раньше, это очень большая разница. Сейчас гораздо более уделяется внимание и как воспитательным моментам с осужденными, как производству, чтобы обеспечивали самостоятельно какие-то вещи. И хочу сказать, что и люди-то стали немножко иными, более такими готовыми к службе. Сегодня начальники по воспитательной работе вместе с осужденными организуют тысячи культурно-массовых и спортивных событий. Конкурсы снежных фигур, ландшафтного дизайна, стенгазет. В исправительной колонии 25 даже журнал выпускают. Корреспонденты пишут статьи, фотограф обрабатывает снимки, редакторы подбирают факты. Интересная работа найдется каждому. Задача как раз разбудить этот интерес к творчеству, труду и к нормальной жизни. Таисия Жакова, Эдуард Бушуев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.